Жил-был мужик. И у этого мужика был кот. Только такой баловник, что беда. Надоел он до смерти. Вот мужик думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу. Пускай пропадает. Кот ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе, а захочет есть, пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта, опять на чердак, и горя ему мало. Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидела кота и дивится. Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала. Поклонилась лиса коту и спрашивает: Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает: Зовут меня Котофей Иваныч. Я из сибирских лесов к вам прислан воеводой. Котофей Иваныч! Не знала я про тебя, не ведывала. Ну, пойдем же ко мне в гости. Кот пошел к лисице. Она привела его в свою нору и стала почивать разной дичинкой, а сама все спрашивает: Котофей Иваныч, женат ты или холост? Холост. И я, лисица-девица, возьми меня замуж, а? Кот согласился, и начался у них пир да веселье. На другой день отправилась лиса добывать припасов, а кот остался дома. Бегала лиса и поймала утку. Несет домой, а навстречу ей волк. Ага! Стой, лиса! Отдай утку! Нет, не отдам. Ну, я сам отниму. А я скажу Котофею Иванычу, он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иванович? Разве ты не слыхал? К нам из сибирских лесов прислан воеводой Котофей Иваныч. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы жена. Нет, не слыхал, Лизавета Ивановна. А как бы мне на него посмотреть, а? Котофей Иваныч у меня такой сердитый. Кто ему не по нраву придется, сейчас съест. Ты приготовь барана, да принеси ему на поклон. Барана-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы кот тебя не увидал, а то, брат, тебе туго придется. Волк побежал за бараном, а лиса домой. Идет лиса, и повстречался ей медведь. А ну-ка, лиса, стоять! Кому утку несешь? А ну, отдай мне! Ступай-ка ты, медведь, по добру, по здорову, а то скажу Котофею Иванычу, он тебя смерти предаст. А кто такой Котофей Иваныч? А который прислан к нам из сибирских лесов воеводою. Я раньше была лисица-девица, а теперь нашего воеводы, Котофея Иваныча, жена. А нельзя ли посмотреть на него, Лизавета Ивановна? Котофей Иваныч у меня такой сердитый, кто ему не приглянется, сейчас съест. Ты ступай, приготовь быка, да принеси ему на поклон. Да смотри, быка-то положи на видное место, а сам схоронись, чтобы Котофей Иваныч тебя не увидел, а то тебе туго придется. Медведь пошел за быком, а лиса домой. Вот принес волк барана, ободрал шкуру и стоит, раздумывает. Смотрит, и медведь лезет с быком. Здравствуй, Михаил Иванович.
Здорово, брат Левон. А что, не видал ты лисицы с мужем? Нет, Михаил Иванович, сам их дожидаю. А ты сходи-ка к ним, позови. Нет, не пойду, Михаил Иванович. Я неповоротлив. Ты лучше иди. Нет, брат Левон, я не пойду. Я мохнат, косолап, неповоротлив, нет. Лучше ты иди. Вдруг, откуда ни возьмись, бежит заяц. Волк и медведь как закричат на него. Поди сюда, косой! А ну-ка, поди сюда, косой. Заяц так и присел и уши поджал. Ты, заяц, поворотлив и на ногу скор. А ну давай сбегай к лисе, скажи ей, что медведь Михаил Иванович с братом Левоном Ивановичем давно уже готовы. Ждут, где тебя с мужем, Котофеем Ивановичем, хотят поклониться баранам да быком. Заяц спустился к лисе во всю прыть, а медведь и волк стали думать, где бы им спрятаться. Медведь говорит, Я полезу на сосну. а волк ему говорит, А я куда денусь? Ведь я на дерево не взберусь. Схорони меня куда-нибудь. Медведь спрятал волка в кустах, завалил сухими листьями, а сам влез на сосну на самую макушку и поглядывает, не идет ли Котофей Иваныч с лисой. Заяц меж тем прибежал к лисицыной норе. Медведь Михаил Иванович с волком Левоном Ивановичем прислали сказать, что они давно ждут тебя с мужем, хотят поклониться вам быком да баранам. Ступай, косой, сейчас будем. Вот и пошли кот с лисою. Медведь увидел их и говорит волку. Какой этот воевода Котофей Иванович маленький. Кот сейчас же кинулся на быка. Шерсть взъерошил, начал рвать мясо и зубами, и лапами, а сам мурчит, будто сердится. Медведь опять говорит волку. Тоже невелик, да прожорлив. Нам четверым не съесть, а ему одному мало. Пожалуй, он и до нас доберется. Захотелось и волку посмотреть на Котофея Иваныча, да сквозь листья не видать. И начал волк потихоньку разгребать листья. Кот услыхал, что листья шевелятся, подумал, что это мышь, да как кинется, и прямо волку в морду вцепился когтями. Волк перепугался, вскочил и давай утекать. А сам кот испугался и полез на дерево, где сидел медведь. Увидел он меня. Слезать-то было некогда. Вот медведь как шмякнулся с дерева обземь, все печенки отбил, вскочил, да наутек. А лисица вслед кричит. Бегите, бегите, как бы он вас не задрал. С той поры все звери стали кота бояться, а кот с лисой запаслись на всю зиму мясом и стали жить да поживать. И теперь живут.